Киностудия «Грозный фильм» имени шейха Мансура при содействии телеканала ХАС ТВ представляет художественно-документальный фильм «Аух». Авторы проекта Султан Шавхалов и Ибрагим Можаев. По сценарию Султана Шавхалова. Режиссер-постановщик Аслан Асыгаев. Акинцы, само название Эхки или Арар-Эхки, позднее появилось Авхой от этнического имени ауховцы. Крупная ветвь вайнахского этноса, сложившаяся в процессе долгого исторического развития. Акинцы расселены ныне на территории северо-западной части Дагестана, преимущественно Завюртовский, Бабаюртовский, Навалакский и Казбековский районы, а также рассредоточены на территории Чеченской и Ингушской республик. Численность акинцев на территории Дагестана составляет около 130 тысяч человек. На территории Чечни и Ингушетии отдельная перепись акинского населения не велась. Говорят на акинском диалекте, преподавание в школах ведется на литературном чеченском языке. Верующие, мусульмане, сунниты. Акинцы никогда, скажем, частью ингушей не были, не являются и не могут быть просто. Акинцы, они оттуда вышли. Акинцы освоили плоскость Чечни очень рано, и отсюда они двинулись дальше, и там вот где они сейчас живут, и даже еще дальше они шли. Предки современных акинцев, населяющих северо-западную часть Дагестана, проживали здесь на рубеже эр. В силу целого ряда причин, часть вайнахов обосновалась на предгорно-плоскостных землях северо-восточного Кавказа на территории Терско-Сулакского междуречья, называемой акинцами Эхка или Аух. Ранее обитание в предгорьях и на равнинных землях, долгая, относительно изолированная от всего вайнахского этноса жизнь, особенности географического расселения и другие факторы обусловили определенное своеобразие исторического развития акинцев. В результате этого в языке акинцев сохранились более древние формы вайнахских языков, которые могут пролить свет на историю развития как вайнахских, так и других кавказских языков. На территории Терско-Сулакского междуречья преобладающая часть населения состояла из акинских тейпов, в результате чего утвердилось и общее название местных жителей Эхки, отсюда и название Эхка. Вообще ауховцы или акинцы, как один из 9 наций, образующих тухумов нашего народа, всегда играл важную роль на разных этапах истории в жизни чеченцев. Это как составляющая часть, как частица нашего общего нахского ареала, нашей нации чеченской. И мы это можем прослеживать с древности и по сегодняшний день. Если говорить о вообще территории, на которой были расселены в основном акинцы, чеченцы-акинцы, то это, во-первых, Терско-Сулакское междуречье, но не только эти территории. По некоторым новым данным, ареал обитания экономического, культурного, политического, военного влияния чеченцев-акинцев был гораздо шире. Эхка делилась вплоть до 80-х годов 18 века на два образования в соответствии с внутренним подразделением акинцев на две части – акинцев гачалкоевцев и акинцев парчхоевцев. Гачалка Эхка в официальных русских источниках Окох и Парчхошка Эхка – Старый Окох, или же соответственно Эхка и Ширче Эхка. Территория Эхки охватывала в различные исторические периоды предгорные и плоскостные земли Терско-Сулакского междуречья. Являясь житницей местного населения, плоскостная и предгорная части Эхки в устах самих акинцев получила название Паанамох, понимаемое ими как благодатная райская земля. Письменные источники свидетельствуют об акинцах с начала нашей эры. Известный древнеримский историк Плиний Старший, 1 век нашей эры, в естественной истории называет среди северокавказских обитателей и племя Акисы, которых современные исследователи отождествляют с акинцами. Рядом исследователей также высказывается предположение, что под Авхатами Геродота, 5 век до нашей эры, и Акибами Клавдия Птолемея, 2 век нашей эры, тоже подразумеваются акинцы.
В последних веках до нашей эры и в первые века нашей эры многочисленные племена Гаргареев, Исадиков, Хамикитов и Акисов, то есть предков вайнахов, населяли как горные, так и предгорно-плоскостные земли Центрального и Северо-Восточного Кавказа, в частности Терско-Сулакского междуречья. Подтверждением письменных свидетельств служат данные археологических исследований поселений и могильников на территории Эхки, Хазар-Калинского, Навалакского, Ямансу, Балансу и другие. Все они представлены материалами 3-1 веков до нашей эры и первых веков нашей эры, свидетельствующими о наличии вайнахского элемента в Терско-Сулакском междуречье на рубеже веков. Насколько я знаю, там даже могила акинцев уходит в Средневековье. Мусульманство они довольно рано приняли. Может быть, это был не единовременный прием мусульманства, то есть прошел какой-то завоеватель, в каком-то одном году они мгновенно приняли. Может быть, так и не было. Может быть, это протянулось на какое-то количество лет, десятилетия, может быть. Но одно несомненно, акинцы одними из первых приняли мусульманство в Чечне. Это, несомненно, ауховцы-акинцы. Как это произошло? То ли путем завоевания, то ли путем, значит, тем, что миссионеров посылали, которые, значит, чеченскую религию насаждали. Скорее всего, то и другое было там на этой территории. Этот вопрос требует дальнейшего исследования. Но что на акинских кладбищах находятся средневековые чурты мусульманские, это несомненно. Это одни из самых ранних мусульманских чуртов в Чечне. Жизнь населения Терско-Сулакского междуречья характеризуется активными хозяйственными и военно-политическими связями с соседними племенами, борьбой акинцев против иноземных захватчиков. В середине первого тысячелетия нашей эры акинцы устанавливают тесные военно-политические взаимоотношения с сасанидским Ираном, правитель которого Хасров I Ануширван в VI веке нашей эры разворачивает бурную строительную деятельность на Северном Кавказе с целью защиты своего государства от набегов северных кочевых племен. До чего надо было стратегически грамотно рассчитать, выбрать именно это место, чтобы построить такое массивное оборонительное сооружение. Вот обратите внимание, вот, допустим, с востока незамеченным ни один враг подойти на расстояние до 5, даже до 10 километров никто не мог. Обязательно его должны были заметить. Возьмите запад, то же самое. На расстоянии до 5, до 10, до 15 километров все видно, все просматривается, и подойти к этой крепости практически невозможно незамеченным. То же самое можно сказать юг. Здесь еще дальше обзор, еще глубже. Здесь можно видеть на десятки, даже на 30 километров дальше. Так что наши предки, которые здесь проживали до того, как в 5-6 веке персы сюда вторглись и еще эту крепость перекраивали, перестраивали, наши предки ее ставили, эту крепость, и она носила очень важное стратегическое значение. С севера ни один подступ сюда не был, нельзя было пройти на юг. И ни с одной стороны никто сюда пройти не мог без четкого разрешения обладателей именно вот этой цитадели. Результатом акино-персидских взаимоотношений стало строительство 3 военных крепостей на землях Акки – Кешен, Гилян и Маската, названия которых сохранились до наших времен в наименованиях селений Кешне, современное название Чапаев, находится в Дагестане, Гилна находится в Чеченской республике и Маската также в Чеченской республике. Вот эти крепости строили для того, чтобы отгородиться от Руси, чтобы не нападали внешние враги, чтобы укрепить свою зону. Эти люди были из Персии пришедшие люди. Вот этот Кешингал, здесь жили люди Тайпы, или, скажем, вот такое вот национальное отделение, это персидское отделение, Кешан они называли, сами себя называли эти люди Кешан. Сирийский источник, хроника Захария Ритора, датируемая 555 годом нашей эры, также приводит сведения о северокавказском племени Аугар. Этноним Аугар является производным от слова «ауг» с добавлением суффикса множественного числа «ар», дающее словообразование «аугар», что означает «ауховские жители», «ауховцы», то есть восточный вариант имени акинцев. Акинцы, чеченцы-акинцы, всегда первыми принимали удар внешнего врага, который обрушился на нашу родину, на наш народ. Взять тех же гуннов, взять те же походы
хазаров, монголо-татарское нашествие, нашествие полчищ хромого Тимура и так далее, и так далее. И даже времена царской колонизации. И тогда чеченцы-акинцы практически приняли на себя первый удар от колониальной военной машины царизма. Со второй половины первого тысячелетия нашей эры, 7-10 века, акинцы наладили тесные связи с хазарскими племенами, создавшими свое государство, хазарский каганат. Эхка длительное время входила в сферу влияния молодого государства, активно сотрудничая с ним как в хозяйственной, так и в военно-политической областях. Характер акино-хазарских связей широко представлен материалами археологических раскопок на местах древних поселений и городищ на территории Эхки, Хазар-Кала, Андреяульское городище, Герменчикская крепость, Новолакская и другие. Так, исследования на окраине акинского селения Гачалка, в местечке, называемом местными жителями Газаргала, Хазарская крепость, выявили материал, включающий остатки городища и селища, существовавших одновременно. Культурный слой памятника позволил археологам выделить 3 периода активного его существования. Как и Айна Исмаилова рассказывала, вот мы находимся на развалинах вот этой бывшей крепости. Она была построена в VI веке нашей эры и преследовала единственную цель, оборонительную цель, чтобы не допустить вторжений с северной стороны и с южной стороны, спускавшихся с гор. Заселение холма над рекой Ярыксу произошло в I веке до нашей эры, в I веке нашей эры. Этот период продолжался до III-IV веков. Второй период активного функционирования памятника определяется IV-VII веками. Вокруг городища воздвигается оборонительный вал, что свидетельствует о возникновении опасности для местного населения. Вот это место, здесь вот мы увидим выложенные камни. Камни выложены кругом. Вот. Это напоминает как бы очаг какой-то, печка или что-то такое было здесь. Второй период для городища закончился катастрофой. Стена, воздвигнутая на валу, была разрушена на рубеже VII века, и жизнь в городище и селище на некоторое время угасла. Третий период, 8-9 века, совпадает со временем максимальной хазарской экспансии на северо-восточном Кавказе. Именно в это время могло возникнуть у акинцев название урочища и крепости Газаргала. Археологический материал исследованных памятников свидетельствует о беспрерывности оседлых традиций аборигенного населения данного региона, о занятиях ими земледелием и скотоводством. Эхо великих сражений XIII века до сих пор откликается в останках разрушенных и сожженных городищ и крепостей на земле древнего Ауха. Акино-хазарское сотрудничество наиболее зримо проявилось в период арабо-хазарских войн и арабской экспансии на Северный Кавказ. Письменные источники свидетельствуют об участии акинских боевых отрядов во главе со своим предводителем Агуки Шагином, Ауховский Шагин, в составе хазарских войск в боях против арабских армий. Причем характер описания действий арабов на Северном Кавказе показывает, что акинский военачальник являлся вторым лицом в хазарской армии и представлял значительную опасность для арабских полководцев. В начале VII века нашей эры на Северном Кавказе складывается крупное раннефеодальное государство, хазарский каганат, который охватывал весь Северный Кавказ, низовье Волги, низовье Дона и Крым. И туда входили все народы Северного Кавказа, в том числе и предки чеченцев. И в это же время на Аравийском полуострове складывается другое государство раннефеодальное, арабский халифат. И арабский халифат за короткий срок, за 10 лет, покорил Ирак, Иран, Закавказье, Среднюю Азию и вплотную приблизился к Кавказу, дошел до города-крепости Дербент в 651 году. С этого времени начинаются арабо-хазарские войны, которые с перерывом длились почти 300 лет, и в них участвовали все народы Северного Кавказа в составе хазарского войска, в том числе и предки чеченцев.
Со стороны арабского халифата действовали такие полководцы, как Джерах, Маслама, и, которые несколько раз меняли друг друга. И сперва борьба шла за Дербент, затем в начале 8 века борьба перебрасывается уже на Северный Кавказ, в частности на Дагестан и Чечню. И Джерах и Маслама несколько раз в 711, 721, 728 годах совершают походы в Дагестан и Чечню. Военные действия происходили и на землях акинцев. В период похода арабских войск под руководством Мирвана 735-736 годы была захвачена акинская крепость Кешне и до основания разрушена крепость Хасни-Хиснума, под которой подразумевает ранее известная Газаргала. Местные предания также свидетельствуют об ожесточенном сопротивлении, оказанном акинцами врагу. Отправляя свои войска в окрестные районы, Абу Убейде Джерах приказал им поймать Агу Кишагина и доставить его к нему. Войска вернулись с большой добычей и пленными из местных жителей, но Агу Кишагин не был пойман. Арабы начали продвигаться на север по Приморскому Дагестану, обращая в мусульманство местное население. Самый крупный поход состоялся в 737 году под предводительством арабского полководца Мирвана, известного полководца, который собрал огромное количество войска до 150 тысяч и разделил их на две части. Одна часть двигалась через Дербент, другая через Дарьяльское ущелье, или нынешняя военно-грузинская дорога. И в Чечне эти два войска соединились, и Мирван хотел дать сражение правителю Хазарии, но тот вопрос решил мирно, согласился принять ислам и выплатить определенную контрибуцию. С этого времени можно считать начало принятия ислама и в Чечне, 737 год. Подавляя жестокое сопротивление местных народов, арабские войска подошли к крепости Изнь в районе Каякента. Ауховский Шагин со своим отрядом вступил в крепость Хенже и заперся в ней. Вскоре арабы окружили эту крепость и долго осаждали ее, даже потеряв надежду взять. В это время все знатные люди Хенже ночью тайно ушли из крепости с тем, чтобы перебраться в крепость Кейван, расположенную между Хенже и Эндери. Шагин заперся в цитадели крепости Хенже. После нескольких штурмов арабские войска завладели ею, и Шагин был пленен. Эту дату арабы отметили в своих летописях словами: «Это случилось в 114 году, в воскресенье месяца Рабиуль-Аввал». После этого арабские войска повернули обратно в Дербент. Чтобы от Дербента дойти до Хенже, арабским войскам потребовалось около 10 лет. За время продвижения на своем пути арабы усиленно распространяли религию среди дагестанских народов. Применялись разные методы, от убеждения до самых жестоких мер наказания. Конечно, пленением Шагина арабские походы на Северном Кавказе не закончились. Они продолжались под предводительством Мирвана ибн Мухаммеда, которым с 732 по 739 годы было совершено по крайней мере 6 походов в разные районы Северо-Восточного Кавказа. Два из его походов описывает Тарихи Дербент-Наме, где упоминаются Кешен и Хасни-Хиснума, Газаргала. Археологи утверждают, что во время арабских походов и была разрушена крепость Газаргала. В конце первого, начале второго тысячелетия, примерно 9-12 века, в Терско-Сулакское междуречье прибывает крупный поток вайнахского населения из горной части Чечни и Ингушетии, в составе которых были представители горных акинцев ламехки, а также отдельные группы других вайнахских тайпов, которые органично влились в состав местного населения. У нас понятия такие, как ар-ахи, лом-ахи, то есть горные акинцы, равнинные акинцы. По этому поводу в научной литературе идут дискуссии. На самом деле тут ничего противоречивого нету, потому что, как и у всех чеченцев, тактика защиты от многочисленных орд противников у чеченцев акинцев была такая же. Внутреннее развитие и приток нового населения привели к этнотерриториальному оформлению эхты.
К началу 13 века Эхка предстает в виде двух этнотерриториальных образований. Гачалка Эхка, или просто Эхка, расположенного между левым берегом реки Аксай, Качкалыковским хребтом, Гачалкойдук, реками Гумс, Сунжа, Терек, и Парчхошка Эхка, или Ширча Эхка, занимавшим земли от правого берега реки Аксай и Андийских гор до левобережья Сулака, западного побережья Каспия и правобережья Терека в нижнем его течении. Приток новых групп вайнахского населения влил новые силы в молодой организм края. Перед жителями Эхки открывались прекрасные перспективы. Располагаясь в зоне пересечения торгово-экономических и военно-политических связей народов громадного евроазиатского материка, общаясь в разных формах с соседями, дальними и близкими народами и племенами, акинцы имели весьма благоприятные условия для всестороннего политического, хозяйственного и культурного развития. Однако данный процесс был прерван событиями, происходившими на обширной территории в XIII и XIV веках. Предки чеченцев, в том числе и акинцы, принимали участие в борьбе против нашествия монголо-татар при первом походе в 1222 году, и 23 год. Затем при втором походе монголо-татар 1229-32 годы. 13 и 14 века являются одной из ярких страниц в истории населения восточных земель вайнахов Эхка. Письменные свидетельства, дополняемые данными акинского фольклора, показывают ожесточенный характер борьбы местного населения против полчищ Золотой Орды. В конце XII века в Центральной Азии развернулись события, которые привели к образованию монголо-татарского государства. К этому движению примкнули тюркоязычные народы Алтая и других регионов этого обширного края. Потому впоследствии это движение начало называть монголо-татарским. В 1213-1221 годах монголо-татарские войска огнем и мечом покорили Среднюю Азию с ее китайской частью, а также Восточный Иран. Полчища монголо-татар, сравнивая с землей цветущие города, сметая все на своем пути, продвигались на Кавказ с юга, со стороны Ирана. Обойдя Дербент, первая волна монголо-татар через внутренний Дагестан прошла в горы и вышла на Северный Кавказ. В 1231 году начался второй поход монголо-татар на Кавказ. На этот раз они покорили Дербент. Жители приморского Дагестана подверглись истреблению. Кавказ, который соприкасался всегда с Востоком, с этими волнами кочевников, соперниками, противниками, которые шли именно через Дербентский проход, или же с северной стороны Каспия шли с севера на юг, то есть они выходили на плодородные, красивые земли акинцев. Ауховцы, локализуясь в буферной зоне севера и юго-восточных границ огромного Нахского края, занимались не только земледелием, скотоводством, охотой и ремеслами того времени, но и постоянно совершенствовали свое вооружение и тактику ведения оборонных и наступательных боев. Если против монгольских орд язычников бились чеченцы и акинцы под зеленым знаменем, то есть с именем Аллаха, то пришел в конце XIV века грозный завоеватель Хромой Тимур и тоже, так сказать, под зеленым знаменем завоевал Кавказ, завоевал другие обширные территории на Евразийском материке. Имея жизненный опыт и представление о жестокостях захватчиков, зная о надвигающейся опасности, ауховцы готовили свои дружины, состоявшие из сводных отрядов всех населенных пунктов междуречья Терек-Сула. К моменту появления монголо-татар на Кавказе в 1231 году ауховцы имели свою хорошо обученную боевую дружину, которую возглавлял всенародно избранный предводитель Бятча Таймасх.
عادة فمت سيا وش شيء متكو يلا خاش لتشدوه يلا خاش لتشدوه ده bah مت adam باهت ونشتوها وزنودان ديدو ويتسجل لتشخوزر نشتيا بوربوه أخوزان ديكدو فمت تجيم لها أو لاتسا تكشاني دا تلتردوه تكسيا ورسك خلا يا حوزن ده تو لها ودولها تكشاني هدوه تسغى وتسجع هنت تصدق إلا تساعدون وتلنا كرمتكو مزاحر دوه أخو دوه تكشاني وقش بعض ويخوش وقش بعض مت حاجة دير ودنا أسوتي وش وارتغلان ويخوش Таймасха был не только отважным воином, но и первым предводителем аккинцев, возглавившим сопротивление местного населения монголо-татар. То есть, если позволяют силы, если противник не такой многочисленный, то сразиться с ним на равнине, но если это такие армии, которые проводили монголы, или тем более хромой Тимур, более 200 тысяч войск было брошено на Аох и на остальные чеченские территории, то, конечно же, противостоять такой гигантской военной машине было невозможно. И поэтому чеченцы, в том числе и акинцы, уходили в горы и в горах защищались. Вот, используя природный, так сказать, природный ландшафт, используя горы, гористую местность и так далее. Боевая дружина Таймасхи оказывала жестокое сопротивление кровожадному врагу, пришедшему покорить Нахские земли. Он был также умелым стратегом ведения оборонных, разведывательных и засадных боев. Часто использовал боевые вылазки в тылу у врага, нанося ему значительный урон. Тем нашествие монголо-татар, это когда уже был 7-летний поход при Батые с 1235 по 1241 год. В этих всех сражениях участвовали все чеченские общества, в том числе и Ауховское общество. И есть свидетельства о сражении их и против Батыя.
одном из неравных сражений с численно превосходящим врагом на реке Сирахина, Терек, легендарный Таймаскот пал смертью храбрых. В глубокой скорби возвращались отважные воины, неся тело своего погибшего бятча. Скорбил весь Аух, ведь они потеряли общепризнанного и любимого героя. Он погиб, но память о достойном сыне своего народа, герое Таймасы, войнахи пронесли через века и хранят по сей день в своих преданиях, эпических песнях и сказаниях. В хронике Абу-Муслима Таварха говорится о 5 сражениях ауховцев с золотоордынцем. Частые вылазки золотоордынцев на ауховские земли вынуждали его обитателей быть всегда наготове к отражению набегов. В одном из таких набегов золотоордынские полчища напали на ауховское село, которое стояло на месте нынешнего Буни-Юрта, расположенное в предгорной полосе. Легенда, сохранившаяся в памяти народа, гласит, что это было вечером, когда сельчане собирались у домашнего очага перед ужином. Пастух села Буни-Юрт пас стадо овец. Когда время клонило к вечеру, перед ним внезапно возникло громадное количество конных и вооруженных людей. Они поймали перепуганного Цуку и хотели его убить, но отпустили с условием, что он никому не сообщит об увиденном. Возвратившись со стадом в село, Цука решил оповестить сельчан о надвигающейся беде. Он поднялся на высокий холм и начал кричать: «Эй, люди! На село надвигается огромное войско! Идет большая беда! Уходите из села! Спасайтесь!» Люди ему не поверили. Вскоре в село ворвались вооруженные конные воины, которые громили все на своем пути, убивали всех подряд, не щадя ни детей, ни женщин. Застигнутые врасплох сельчане не смогли организовать сопротивление. Кто успел спастись, уходил в Кешенгар. Цука исчез. То ли ушел через пещеру в горе, то ли стал жертвой ядовитых змей в этом подземелье. Его больше никто не видел. Другое предание, связанное с этим событием, говорит, что во время налета врагов и после гибели своих родителей 2 сестры, чтобы не попасть в руки к врагам, бросились в обрыв. В третьем по счету сражении, которое состоялось в районе Амарга, южнее нынешнего Нажаюрта, войнахов возглавлял Янбек. К сражению ауховцы готовились заранее, усовершенствуя оружие, которым тогда пользовались. Ген қайр құшет, құшы, ішіп оғын бошы, тұйық айым, ардық йошы, құсы генна құшы оқ. Битуамыно, эдашто эскарндук кадзулум дешда оқ. Упоминаются некоторые виды камнеметательного оружия. Перед этим боем к ауховцам пришли на помощь воины из Кажикамуха. Rumbayunni, agar de Julian'ın düşmanlığı ukurça, Doğan bu kunyalı yercücüğün gübeyent ister. Erkünlü bu kurça. Шунте баш бокбал бо, субала на доглейша, тос адендар. Ербал шунте бенчил, да хат хонте хочк бош боеш. Шен эскер да шен нахба, шешнах цет да дош.
предлагали свою посильную помощь и лезгины. Шоң атанова Лезгистанда лезгиз хаяр көз күмектиз. Ши душман вирис сади атвила шоң ихти вақтунда санов шанет азвади. Тут эмана шая года еще мазит эзарат эмало говорштаха аша шен кич герзда кич нах башай шеш аш элм чана герз адалды. Это адалды. Шеш кич до. Баш баркал алхай. Баркал Аллаху азказ Янбека. Баркал. Бой был сильным. На поле боя погибло около 4000 человек. Погиб в этом бою Янбек. Пятое сражение ауховцев с золотоордынцами было последним. Оно состоялось в районе Гебкаль, близ селения Ширчюр, нынешний Калинин аул Республики Дагестан. Это было, очевидно, 70-80-е годы XIV века. Бой ауховцев с золотоордынцами был жестоким. Остатки наголо разбитых золотоордынцев переправились через Сирахиду. Вскоре из Ауха ушли и остальные гарнизоны золотоордынских войск. Их уход из Ауха нельзя связать только с освободительной борьбой чеченского народа. Скорее, это произошло от того, что по Приморскому Дагестану на север продвигался Тимур, который также воевал с Золотой Ордой. Но невозможно также отрицать, что решительные выступления ауховцев ускорили процесс освобождения Кавказа от золотоордынцев. Характерно, что в документах периода монголо-татарского нашествия аккинцы предстают не только как исповедующие ислам, но и борцами за веру, что свидетельствует о раннем проникновении мусульманства в Экка. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Неоднозначным было отношение аккинского населения к следующему завоевателю, Тимуру, предпринявшему поход на Северный Кавказ в 1395-1396 годах. Летописцы Тимура Шами и Езди записывают свидетельства об Экке и аккинцах, приводя топоним Аухар и этническое имя Аухары, и полностью подтверждает данные местной исторической хроники о борьбе местного населения против неверных золотоордынцев. В то же время войска Тимура уничтожают крупное аккинское село Алмке, ныне Алматка, Дагестан. Через некоторое же время после другого сражения пленные аккинцы были отпущены, причем их старшины получили богатые подарки и ярлык, подтверждающий власть аккинцев Экки. Сколько времени Тимур был в Аухе, нет сведения, но в предгорной полосе Ауха есть местность, именуемая ауховцами Астахтемир-Ор, что означает хромого Тимура. А дорога, которая идет от Ауха во внутренний Дагестан, называется Астахтемир-Лех, что означает дорога хромого Тимура. Но в Дагестане он обрушился на язычников и на тех, которые смирились выступить против него. В то время, когда Тимур истреблял ни в чем не повинных людей в Южном Дагестане,
вновь создалась тревожная обстановка. Тимур в Дагестане обрушился на язычников, называя их неверными, то есть неверующими, так же, как и золотоорденцев. Против Тимура подняли свои войска и казикумовские вельможи. Нужно полагать, что они обратились за помощью к ауховским предводителям. Был создан смешанный отряд в количестве 3000 воинов из ауховцев и казикумовцев. Видимо, ауховские предводители выделили для этого отряда определенное количество воинов, а сами в этом походе против Тимура участия не принимали. Когда Тимур осаждал Ушкудже, это в Южном Дагестане, против Тимура были направлены войска под начальством казикумовского Шалхала, но во время отдыха неожиданно на них напали отборные войска Тимура. Часть из них была перебита, часть была взята в плен, а Шалхала убили и обезглавили. Тимур был возмущен и удивлен, почему ауховцы и казикумовцы, ранее воевавшие с золотоорденцами, осмелились выступить против него, борца за мусульманскую религию. Оставшихся живых из смешанного отряда ауховцев и казикумовцев Тимур отпустил по домам с тем, чтобы к нему пришли старейшины этих народов. К Тимуру пришли ауховские и казикумовские вельможи. Мирозавоеватель обласкал их разными милостями, почетными халатами, златотканными одеждами, золотыми поясами для мечей и арабскими конями. Вскоре после этого Тимур ушел из Дагестана, а потом вообще покинул пределы Кавказа. На рубеже 14-15 веков Тимур скончался в области узбеков. Улус его смешался, а многочисленные его наследники начали междоусобную борьбу за власть, и по этой причине империя Тимура, созданная им в жесточайшей войне с покоренными народами, пошла вверх дном. Умер он в узбекском городе Самарканде и похоронен в мавзолее, который считается шедевром архитектурного искусства того времени. Изнурительная борьба на протяжении 2 столетий нанесла огромный ущерб местному населению. Почти все равнинные и часть предгорных поселений аккинцев были разорены, стерты с лица земли. Погибло большое количество людей, ухоженные веками поля превратились в пустыню. Навсегда были утрачены многие ремесла и виды хозяйственной деятельности. С уходом войск Тимура в Терско-Сулахском междуречье наступает период относительного спокойствия. Освободившись от ужасов татаро-монгольского нашествия, опустошительных набегов золотоорденцев и геноцида Тимура, кавказские народы наконец на некоторое время обрели мирную передышку. После наступления мирного времени с гор на предгорье начало переселяться ауховское население, оставшихся живых от ужасов прошлого, и на плоскости начали появляться небольшие поселения ауховских скотоводов. Мир наступил и в Дагестане, хотя это спокойствие прерывалось отдельными набегами на наиболее сильных соседей, враждой отдельных феодалов. Дошедшие до нас устные сведения свидетельствуют об оживлении торговли между дагестанскими и войнацкими народами. Для дагестанских народов войнацкая земля всегда была житницей. Дагестанцы привозили войнацкие базары, изделия ткацкой отрасли, бурки, керамические изделия, кожу, некоторые виды фруктов, например, топ-хурма, которая не росла на войнацкой земле. Взамен дагестанцы покупали зерно, муку и прочие продукты питания. Главной артерией, связывающей разные народы Кавказа между собой и внешним миром, была караванная дорога, именуемая ауховцами Апл. Апл одновременно караван, одновременно караванная дорога. И вот видно, вот этот Apple ауховцы когда-то охраняли безопасное движение. И поэтому они и называли его своей. То есть охраняемый свой участок, они, видимо, назвали его даже ауховских Apple. Мы находимся на месте соединения 2 караванных дорог. Одна караванная дорога, которая называется по-разному, одни говорят
Северокавказская караванная дорога, некоторые говорят Кабардинская, некоторые говорят Бичкийская, некоторые говорят Османская, то есть имени Турция, турецкого султана. Реку Ивги, то есть Ериксу, эта дорога переходила на месте рынка. Обратите переправу там. Улица Мира спускается, и вот проходит, а потом около кладбища, автоколонна там есть, вот около вот такой поднимается, и вот дальше. На этом месте Северокавказской караванной дорогой, на месте нынешнего Асайота, соединялась другая караванная дорога, другой Хэппл, который идет со стороны Астра. Пересекая Терек, эта дорога проходила через Анзле, через Ярке, о котором я говорил, потом через Ботют, Батайр. И эти дороги сходились в районе нынешнего города Хасавюрта. Но тут же разветвление происходило. Одна дорога через село Гацев уходила в Ичкерию, другая дорога через Пачвашк, внутренний Дагестан. И соединившись эти две караванные дороги по Приморскому Дагестану, в Дербент, Закавказье и страны Ближнего Востока и дальше. А караванная дорога, которая идет со стороны Астрахани, соединяется с Русью, нас соединяет, в наш край, и Средней Азии. Весьма зыбкое, но вместе с тем относительное спокойствие, наступившее в Терско-Сулакском междуречии, предгорные и равнинные районы, в XV-XVI веках благоприятствовало возвращению аккинцев из предгорной зоны Экки и Ичкерии на плоскость, восстановлению старых и созданию новых поселений, воссозданию нормальной хозяйственной жизни. На Северном Кавказе в описываемое время окончательно сложились территориально-этнические и языковые общности. Одним из обществ, в числе первых установивших или восстановивших дипломатические, военно-политические и хозяйственные связи с жителями предгорно-плоскостных районов края и русским населением на Тереке, являлись представители вайнахов-аккинцы. В силу сложившегося на Северном Кавказе политического климата, а также географического расположения и уровня хозяйственной жизни, аккинцы сыграли известную роль в вайнаха-кавказских и вайнаха-русских взаимоотношениях. Естественно, что роль аккинского общества не могла бы быть столь значительной без соответствующего уровня экономического развития. Документальное известие об аккинцах и Экка, вновь появляющиеся со второй половины XVI века, а также анализ накопленного к настоящему времени исследовательского материала, позволяет представить общую картину территориального расселения и этнического состава аккинцев в Терско-Сулакском междуречье в XVI-XVII веках. Внутреннее разделение аккинцев на Парчой и Гачелкой происходило от раздельного проживания представителей этих обществ в Междуречье до прихода русских и периода уничтожения Гачелкоевского общества, приведшего к вынужденному переселению большей части последних на земли парчоевцев, то есть с середины XVIII века до начала XIX века. Если в предгорной зоне Экки представители аккинских тейпов и тейповых групп проживали смешанно, то в равнинной зоне эти тейпы объединялись большей частью в относительно крупные группы, осваивавшие отдельные районы плоскости. Одна из аккинских тейповых групп из общества Парчой, известная под названием Шарой, вновь освоила плоскостные земли в низовьях Терека по линии современных дагестанских сел Хамамат-Юрт, Баба-Юрт, Тата-Юрт, Шава, вплоть до правобережья реки Терек.
В течение 18-19 веков они были почти поголовно уничтожены царскими войсками, а остатки шароицев ассимилировались среди других аккинцев и кумыкских фамилий. Каждая группа аккинцев имела свои так называемые опорные поселения, вокруг которых непременно появлялись многочисленные кутаны, готы. Из опорных поселений общество Шарой в настоящее время известно о 3. Первое – в районе современного города Кизляра, Бухне. Второе – в районе современного дагестанского села Шава, название утеряно. Третье – недалеко от современного селения Бабаюрт, Эрш. На землях к востоку и северо-востоку от современных дагестанских сел Куруш, Костек, Казмаул, Сулывкент и до озера Акташского проживали аккинцы из парчоевской группы Шеберлой, имевшей своим главным опорным пунктом селение Шеберлой-Эула или Кунти-Эул, располагавшегося на месте современного дагестанского села Костек. Районы между двумя рукавами реки Хойхи, Сулак, назывались аккинцами Шингайсе-Юк, середина 2 койсу, куда поселились представители другой аккинской группы Чонтой, имевшие своим опорным пунктом селение под одноименным названием Шингайсе-Юк, позднее переименованное в Чонтой-Эула, современный Чонтаул, Дагестан. Равнинная часть междуречья Аксая и Сулака, близкая к предгорьям, была заселена смешанными парчоевскими тейпами. Из наиболее крупных поселений, созданных аккинцами, можно назвать следующие. Андле, в документах последующего времени, 19 век, Адзаре-Юрт, недалеко от современного села Бабаюрт. Ипне, селение Аделотар. Салях-Эула, селение Сивух. Яркое, селение Куруш, Йокбам-Тюрт, современный Баматюрт, Газмне, Батаюрт, Саль-Юрт, современный Кандаур-Аул, Уци-Хасте, современный Муцалаул, Наке или Накне, современный Кокре, Хаси-Эула, современный город Хасавюрт и другие. Уничтожая ауховские села, вот на это место передавали, потом, конечно, потом спустя несколько десятилетий передавали русским колонистам. Такая судьба была и в Ауховском Завошодне, на месте которого русские колонисты из центра Руси основали свое село Покровское. А Могилев? Могилево у меня 2 названия Ауховского села. Одно название Галач, другое Нюч. В среднем положении между нынешними селами Хаматюрт и Альюрт было Ауховское село Коци-Эур. А вы знаете, выход из этого села Войтема, по имени Войтема, Кацой Войтема называют, возглавлял ауховцев национально-освободительном фронте в 19 веке, похоронен на кладбище села ССА. Следующее большое село на плоскости было примерно около нынешнего села Пруш. И это село в 19 веке было уничтожено. Население расселилось в разные места, и часть погибли. Потом следующее село, примерно 10-15 километров от Киргизска на востоке, называлось Анзле. Обратите внимание, у нас есть Яркое, Кешне, Анзле, это форма и образование имени чисто русской. Правда, вот это Анзле затопило водой. Его не сожгли еще.
По нашим ориентовочным данным, Анзде, село Анзде перестало существовать где-то в 18 веке. Большое вот село сейчас забыто просто, только у некоторых стариков в памяти осталось такие названия, как Сябр-Лойон. Это на месте нынешнего Костыка. У этого села есть другое название – Кунти-Эул. Такая была традиция в прошлом. В определенное время истории село называлось по одному, например, Шебр-Лойон, а через некоторое время это село переименовалось его Кунти-Эул. Теперь Арзданович рассказывая один эпизод гражданской войны, который касается события в районе нынешних Львовских номеров номер 1. На месте этого села было Львовское село Ахме. По другой версии Рейре. Вот по данным Арзданова, это село было уничтожено, территорию передали немецким колонистам, которые основали так называемые немецкие номера. Немцев оттуда вытеснили в 1918-18 годах. Село Бабаюк стоит на месте покинутого, конечно, Ауговского села Эрш. Вы нам я не знаю, Эрш носит ли имя человека, я не знаю, но Эрш по-нашему это лестничный приспособление на повозке. Эрш. Лестничный. Ну, может быть, имя было. Да, на месте Шала, теперь называется, за Бабалютом есть место Шала. А там находится Харчхоевское селение Шава. И вокруг него расселялись множество мелких хутанов, один из которых носит сохранилось название Ауховское. То есть на ней отов. Последнего называется на ней отов. Да, горы у нас, вот нас, чтобы топонимики заговорили. От водохранилища в Цирюте до Фундреона, до Бачхожа, эти горы у нас носят название Бейн-Кортош. Потерянные горы. Бейн-Кортош называется. А выше из этой горы, до английского хребта, вот этой горы называется Ян-Бекланш. Обратите внимание, ауховцы с полчищами Золотой Орды одно время воевали под руководством, под предводительством этого Ярбека. Видимо, вот эти горы носят название этого Ярбека. И потом от Харчхош, села Барчхош до Хасавюта подобие. Горы это Ханте, Ланш, конечно, невысоко. Ханте, Ярбек это некогда бывшие предводители Харчхошляка. Да. Теперь у нас есть название горы, так называется, Амарк. Это горы, которые находятся вокруг нынешнего села Бежевит. Там наши
предки одержали одну из побед над полчищами Золотой Орды в районе Амрик. Затем к западу за рекой Яси, как я уже говорил, находится Расул-Байлам, это Каскалыковский хребет, который и в наше время называется Каскалыковским хребтом. Расул-Байлам. В предгорной части от Сулака до Аксая располагались парчоевские поселения, также имевшие смешанный состав. Алтмарзы-Юрт, современный Новочуртах, Ширдой-Гала, севернее современного Эндирей-аула, Бюрсана, южнее Эндирей-аула, Ширч-Юрт, современный Калинаул, Парчошк, современный Ленин-аул, Мажгар, выше Кешни и Ширч-Юрта. Территория проживания общества Парчхой, ограничиваемая нижним течением Терека, западным побережьем Каспийского моря, а также северными предгорьями Дагестана и правобережьем Аксая, называлась Парчошк-Экка, Акка – общество Парчхой, а позднее Ширч-Экка, Старая Акка. Равнинные земли, освоенные отдельными аккинскими парчоевцами, носили соответствующие названия: Шарой-Мохк, земля общества Шарой, Шебрлой-Мохк и Чонтой-Мохк. Сложнее обстоит вопрос с локализацией аккинских поселений на землях другого крупного общества в связи с названными выше причинами Экки. Гачел-Экка, Акка – общество Гачел, куда входили Газыргала, впоследствии Гачелка, современный Новокули, Бони-Эула, современная Новолакская, Кешне или Кешен, современная Чапаевка, Морган-Берде, Кешне и другие населенные пункты, определяемые в те времена территорией между правобережьем Терека, правым берегом Ивхи, Ерексу, Качкалыковским хребтом и левобережьем рек Мичик, Гумс и Сунджа. В среднем и нижнем течении реки Аксай и до правого берега Терека проживали аккинцы гачелкоевцы из тейповой группы Кархой, называемой Коцой или Коцой-Неэ, Коцоевцы или ветвь коцоевцев из Кархойцев. Главное поселение их, называемое Коцой-Эул, располагалось между современными селениями Хамамат-Юрт и Адильянги-Юрт. Терско-Сулакское междуречье было довольно густо заселено представителями аккинского населения, выдвинувшимися в число передовых северокавказских обществ, что предусматривало и относительно развитый уровень экономических и социальных отношений Экка в XV-XVII веках. Активная хозяйственная деятельность аккинцев на северо-восточном Кавказе подкреплялась не менее интенсивными политическими мероприятиями. Ко времени выхода России к Тереку, середины XVI века, согласно документальным данным и исследованиям специалистов, Экка представляла собой сильное политическое образование на Северном Кавказе, с которым вынуждены были считаться не только правители и общества Кавказа, но и представители крупных держав, устремивших свои взоры на Кавказ: Иран, Россия, Турция и Крымское ханство. Многие свои политические и иные мероприятия они вынуждены были проводить с оглядкой на позицию и действия жителей Экки и его лидеров. С самого начала Россия усиленно пыталась найти союзников среди северокавказских владетелей. Во второй половине XVI – начале XVII веков особое место во взаимоотношениях России и Северного Кавказа царское правительство отводило войнахам. Наибольшую активность в войнахо-русских отношениях того периода проявили, как известно, аккинцы, называемые в русских источниках акоками, акухами, акачанами и тому подобное. Русские здесь впервые, соприкоснулись с чеченцами где-то в XVI веке, может быть, где-то в первой половине XVI века соприкоснулись. И соприкоснулись они именно с аккинцами, ауховцами. Они их по-разному называют, акохи и по-другому. Но в то время аккинские владельцы, а у них были
крупные феодальные князья, мы их назовем, или владельцы. Одним словом, крупные феодалы были, мощные феодалы были. Они имели свои дружины. Больше того, акинцы вступили в союз России не в подданство, иногда путают. Подданство это подданство, а союзы это союзнические отношения. В союз с Россией они вступили где-то близко с кабардинскими князьями, где-то в середине XVI века. Документы XVI-XVII веков свидетельствуют о хозяйственной политической жизни акинцев, об их предводителях Ушароме, Ушарма, Шихе, Батае, Маадие и других, а также о ведущей роли акинцев в Терско-Сулакском междуречии. Русские и иностранные источники фиксируют в крае оба акинских общества Окох, Акка или Гачолка Акка, и старый Окох, Ширч Акка или Парчошк Акка. В XVI веке на Тереке появились беглые русские из Центральной Руси. Позже историки их назовут терскими казаками. У русских и у ауховцев сложилась дружба и крепкие связи. Вскоре вслед за ними на Тереке появились войска московского царя Ивана Грозного, которые также доброжелательно отнеслись к ауховскому населению. Это время совпадает с тем, когда местные владетели вели переговоры о создании единого государства, объединив Дагестан и Ауховскую землю. Предводитель ауховцев Ушарма, почувствовав корыстность целей дагестанских владетелей, постепенно отошел от этого движения. Он начал искать пути сближения с воеводами Ивана Грозного и решил навестить русского царя. С собой он взял своего сына Шихи, своего преемника, будущего главу Гачол-Экка. Ушарме и его сыну были оказаны большая честь и уважение. Это побудило в Ушарме уверенность, что на русских можно положиться и рассчитывать на их помощь. Ушарма умер в 1587 году, и его место занял его сын Шиха, который ничуть не уступал отцу управленческой деятельности и смелости. Уставший от споров о создании самостоятельного государства, Шиха отошел от этого и решил последовать примеру кабардинцев, принять подданство Руси. Осенью 1588 года Шиха отправил в Москву к царю Василию Иоановичу послов с письмом во главе со своим племянником Батаем, в котором просил принять аух в подданство Руси. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Великому князю Шихмурза челом бьет. Холоп, если твоя для тебя, аз в железных воротах, много нужи терпел. Если и саблю, если за тебя доводил, то ли наша вина, 500 человек было казаков, и аз Шихмурза в головах служачий, Индили, словет, город, из тем 7 городов взяли Есьме, а посылал Есьме к тебе племянника своего Батая, а слуг с ними Керменем зовут, да Ураком зовут, да Бекишем зовут, да есть городок, а от нас до него полотнища, и к нам он и не приложится, и ты бы с послом моим вместе прислал рать свою. Да есть здесь аварский князь, и он тебе служил же. Да есть здесь Каракиш, словет городок, а сами они мусульмане, и тебе бьют челом. Да Алкасом зовут, Шавкалов сын, и тот тебе служит, Шихи Мурза. Пиши. Государь-царь и великий князь Федор Иоаннович Крымскому прямили, и вы тех с нашими казаками воевали. Федор
Иоанович. Государь-царь и великий князь Федор Иоанович всея Руси и иных многих государств, государь Шихмерзе Акутскому, прислал сии к вашему царскому величеству с грамотою племянника своего Батая вместе с грузинскими послы. А в грамоте своей к нашему царскому величеству писал еси, извещающий нам свою службу, как ты отцу нашему, блаженная памяти великому государю, царю и великому князю Иоанну Васильевичу всея Руси, и нам прежде всего служил и в железных воротах много нужно терпел. И которые наши города были на терке, и ты тогда с отцом своим, Суширы Мирзою, нам служа, к Турскому и Крымскому не пристали, и которые Турскому и Крымскому прямили, и вы тех с нашими казаками воевали. Федор Иоанович. Это был чрезвычайно смелый шаг, так как многие войнавские тайпы не дали своего согласия на союз с христианским государством. Шиха Ушермаева обвинили в измене делу объединения Дагестана и ауховских земель с целью разорвать союз ауховцев с русскими и тем самым создать ситуацию для захвата Ауха. Один из дагестанских феодалов по имени Ахмад-хан напал со своим братом на шиха и убил его. Это случилось примерно в середине 90-х годов XVI века. Вскоре Бооти или Батай, племянник шихи, поселился в городе Терки, выражая тем самым верность Ауха подданству Руси. Бооти совершил уже вторую поездку в Москву, где его принял Лжедмитрий I. Прием был пышным. По возвращении из Москвы, как и прежде, он основался в Терском городе. Сегодня найдено приблизительное место захоронения шиха Ушермаева. Это место находится в селении Парчошк, современный Ленин-Аул, Дагестан. Позднее во взаимоотношениях с Русью с ауховской стороны на политическую арену выходит сын шиха Ушермаева Маазум Магозам. Среди ауховских предводителей в русских источниках упоминается Айбир Мурза Батиев, сын Ботия, Кохостру Байтимир и его сын Айбир Мурза Кохостру. Очень мало сведений о предводителе Парчошк-Экка. В конце XVI века до 30-х годов XVII предводителем этой части Ауха был Маади, и нет сомнения в том, что в более ранний период предводителем был отец Маадия. Последующие события показывают, что оба предводителя Ауха действовали сообща, ведь обе части Ауха в совокупности носили название Экка или Аух. Разумеется, возможно, у них были расхождения во мнениях, однако в проблеме отношений с русскими, видимо, у них было много общего. В 1577 году умер Шамхал Чопан. Его наследники не стали признавать себе равным султан Махмуда, мать которого была кабардинка из Узденей Анзоровых. Маади был в дружбе с наследниками дагестанского правителя. Он ездил в Казикумух к братьям султан Махмуда, чтобы помирить их. И после того, как султан Махмуд получил наследство, эта дружба продолжалась. Маади вместе с султан Махмудом совершил поездку в Кабарду к его родственникам. При возвращении домой из Кабарды, во время совершения молитвы на берегу реки Ясти, султан Махмуд убил Маадия. Через некоторое время его сторона заговорила о примирении.
Во время примирения кровники вели себя высокомерно. Не выдержав такого, сестра покойного Сергаз бросилась с мечом на кровника, которую поддержали и другие родственники. В результате стычки был убит султан Махмуд и 3 князя. В Аухе есть место, которое называется Эли-Бавин-Меттик, что в переводе означает «место убийства князей». Ушарма заложил основу дальнейших действий и политического веса Экки в отношениях с народами Кавказа и России. Лидеры Экки вместе со своими соплеменниками развивают бурную военную, политическую и дипломатическую деятельность. Войдя в союзнические отношения с Россией в 1588 году документально и юридически оформленные и опираясь на разветвленные и длительные контакты со многими кавказскими горскими обществами, русским населением на Тереке, они развивают хозяйственные, военно-политические и дипломатические отношения с народами Кавказа, терской администрацией и другими. Важным моментом, заставлявшим Россию делать ставку на аккинских главарей, было желание правительства иметь противовес и барьер перед своими противниками на Кавказе. Безусловно, политика России на Кавказе мало чем отличалась от политики, типичной для феодальных государств того времени. Россия, как и Иран и Турция, ставила целью установление на Кавказе своей гегемонии. Средоточие политических интересов великих держав на Кавказе втягивает Экки и аккинцев наряду с другими народами в орбиту международных отношений и в то же время оказывает обратное воздействие на обстановку в крае и внутриполитическое состояние северокавказских обществ, так как военные силы этих держав служили притягательной силой для горских владельцев, пытавшихся с их помощью разрешить свои взаимоотношения. Различие политической ориентации местных обществ и владельцев обусловило и борьбу между ними, в результате которой аккинцы в конце XVI века потеряли наиболее авторитетного своего предводителя Шиха Окотского, Ушармаева. Это трагическое для аккинцев событие совпало во времени с ослаблением роли России на Кавказе и началом внутрисоциальных шатаний в аккинском обществе. В результате острой внутренней борьбы в середине XVII века аккинцы освобождаются от власти собственных владельцев и управление переходит в руки избранных старшин. Документальные материалы показывают изменение отношения России в лице терской администрации к аккинцам и Экка после убийства Шиха Ушармаева и особенно после бегства из терского города Батая Шихмурзина